Вся история и культура на одном дыхании разворачивается на площади имени Асканова. Организаторы словно отыскали сундук с сокровищами, главная ценность которого – самобытность народа. Программа фольклорно-этнографического фестиваля «Национальные ритмы» завораживает с первых минут. Это стол детской школы искусств город Сунжа. Сегодня мы представляем чисто еду, которую любим мы все, делали наши предки в горах, когда жили мы. Это значит мясо с галушками, это творог, это галушки. И вся эта еда, которая была тогда, тех времен, вот сегодня присутствует на этом столе. Акция проводится в Ингушетии второй раз. Национальный праздник съехали жители со всего Сунжского района. Это культурное мероприятие, своего рода напоминание всему народу о том, какой была и должна оставаться народная культура. Сельское поселение Нестеровское представило здесь сразу два шатра. Здесь кухня наша национальная и казачья. Ну а дальше идет выставка прикладного искусства. Здесь представлены изделия вязаные, из дерева и глины. Ну а самим ярким атрибутом этого праздника смело можно назвать вот эту вот карету. Стоит отметить, что она полностью самодельная. Оценить, насколько точно организаторы смогли воссоздать ингушский быт, могут лишь те, кто еще успел застать ту атмосферу. Вкус еды, посуда, цвета и орнаменты на коврах. Угадали совсем, делится Барахоев Магомед. Дедушка рассказывает, что здесь он словно перенесся в прошлое, окунулся в далекое детство. По мнению Барахоева, от соблюдения народных адатов молодежью зависит будущее ингушей. Важно сделать все, чтобы подрастающее поколение знало, чувствовало и любило свою культуру. Молодежь, мне уже 81, 5 августа исполнилось, вот 2-3 дня назад. За мое время таких прекрасных молодых людей я не мог сказать, что те были лучше. Времена были разные, а каждые времена свои складки бывают. Поэтому сравнять их с теми очень трудно. Были стеснительные, формы свои, обычаи. Но в основном корень обычаи наших традиций, они не меняются. Выставка «Атрибутики культуры» проходит в рамках конкурса. Голосование честное и прозрачное. Рядом с шатрами установлен ящик для голосования. Отдать свой голос за лучших участников могут все гости праздника. Я проголосовала за шатер детской художественной школы. Почему? Потому что там была представлена не только национальная кухня, но и декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство и скульптура. В этих направлениях были представлены вот эти виды изобразительного искусства. И я решила, что это тоже заслуживает такого уважения. И свое уважение я проявила тем, что проголосовала именно за эту школу. Параллельно здесь проходят еще и спортивные мероприятия. Почти кавказские игры, только муниципального масштаба. Сунжские спортсмены демонстрируют силу и ловкость. Старинные силовые упражнения сильно отличаются от современных, но есть у них одно общее. Спорт закаливает как физически, так и морально. Здесь есть такие упражнения, которые под силу нынешним спортсменам. Но есть такие, где требуют координацию, ловкость, например, передвижение на ходулях. Это вид спорта не очень развит, но мы знаем, что на ингушских играх встречается данный вид спорта. Я сам выступал на кавказских играх, завоевал первые места. Здесь уже очень важно иметь координацию. То есть не каждый спортсмен сможет справиться с этой задачей. Поэтому есть такие виды еще, как стрельба из лука, перенос тяжести. Вот эти виды, они под силу каждому спортсмену, но остальные там встречаются, где придется попотеть. Особым подарком для жителей Сунжа стал и визит гостей из соседних регионов. На фестиваль приехали представители Новолакского района Республики Дагестан, с которым совсем недавно Сунжа заключила братский договор. Также приехал и глава Сунжского района Чеченской Республики. Для гостей организовали небольшую экскурсию по площади. Ну а далее в адрес всего Сунжского района да и Ингушетии звучат приятные пожелания. Работа – это сердце Чечни. Я с удовольствием этот подарок дарю не только своему другу, но и ингушскому народу. Приняли это приглашение. Хочу от себя, от жителей Сунжского района Чеченской Республики поблагодарить его за приглашение, пожелать ингушскому народу процветания. Сегодня было очень такой насыщенный день. Здесь и были накрыты столы в ингушском традиционном ритме. Здесь были представлены
все культуры, все народности, которые проживают в Республике Ингушетии. Я хотел бы поздравить весь ингушский народ с этим замечательным праздником. Мы становимся свидетелями, что с каждым днем Ингушская республика процветает. Мы с удовольствием присутствуем здесь. Конечно, это уже укрепляется наша дружба. И я уверен, с каждым днем, с каждым месяцем все будет. Если мы за месяц встретились дважды, то, я думаю, дальше у нас хорошее будущее. Приехали на фестиваль также мэр Назрани и представители администрации Малгобека. Национальный фестиваль – хорошая площадка для воспитания молодежи и сохранения культуры. С Сунжского района стоит брать пример, уверены гости. Честно сказать, даже дух затрагивает. Мероприятие организовано хорошо, на высоком уровне. Как я вижу, много гостей, много горожан присутствуют на данных мероприятиях. Такие мероприятия они необходимы, они нужны нам, чтобы показать нашему подрастающему поколению наши обычаи, наш быт, нашу культуру. Мы это должны хранить и передавать поколению в поколение. Рассказывать о обычаях народа – это одно, а показывать все это на наглядном примере совсем другое, считают в районном совете Сунжи, которые, по сути, являются инициаторами проведения этого фестиваля. Народные ритмы представлены здесь в полном объеме. Сегодня у нас все меньше и меньше остается людей преклонного возраста, которые могут людям передать что-то, какие-то знания о наших традициях, обычаях и адатах. Поэтому мы немножко со временем начинаем отходить от использования наших адатов в нашей жизни, что крайне недопустимо, в частности, для нашего народа. Ну а далее праздничный концерт. Гостей развлекают артисты не только из нашей республики, но и Дагестана. Детский танцевальный ансамбль привез в Ингушетию маленькую частицу своей культуры. Индира Манкива, Рахмат Цуров, Новости 24.